Ķīnietis Tao Ma uz Latviju atbrauc, lai strādātu virtuvē. Strādīgums, mērķtiecība un uzdrīkstēšanās ļauj parastam pavāram kļūt par restorānu īpašnieku. Ielicis stabilu pamatu labklājībai, Tao Ma nodibināja ģimeni. Мне один друг предложили, чтобы хочешь за границей работать. Ну, я сказал, ну хочу, почему бы нет? Это было еще не до 20 лет. Ну, так и собрали, и не знаю, куда ехать. Мы искали, эта карта искала долго-долго, Латвию. Очень долго искал. А потом у нас объяснили, чтобы это советское время было, это Советский Союз. А тогда мы уже поняли, где-то приблизительно где находится. Вот так и приехал, остался здесь. Bija viņam iespēja braukt uz ārzemēm, viņš pat nezināja, uz kurien viņš brauc. Pat nezināja, kur tāda Rīga atrodas, neko, ka viņš atbrauc vienkārši, kā virtuves strādnieks, pa pavāru sāk, un tad pamazām, kamēr izveidojas pašam jau restorānu tīklu, jau sāk veidot. Вы не поверите, у меня тоже есть работница, они знают, как я работаю. День 14 часов работает, без выходных. У меня было 3 года так. Но не было, другого не было. Тяжело, ну надо. Чем кушать надо, чем одевать надо. Да любой страны такой же, не только Латвии. Хочешь в Китае, хочешь в Америке, если ты ничего не делаешь, ничего не будет. Так просто никто не приносит тебе хлеб, придется самому. Чужое место, первый раз жить, ну начало недели-две интересно, а потом уж когда жить и начинаешь работать, трудно, ну, общаться с людьми, это трудно. А второе, культура по-другому. У нас по-другие, а у нас тут совсем уже по-европейски. Но было начало очень трудно, первые 2 года. Начало приехало, мы в школу в Китае, ну, учили английский. И первые 3 месяца мне еще учили латышский язык. После 3 месяцев мне один латышский друг, очень хороший друг, он китайский язык хорошо говорит. Он мне сам советовал, он сказал, если ты хочешь выбрать один язык, для тебя иностранцев лучше русский язык, потому что, ну, по Балтике, по Европе, пойти все по-русски понимают, ну, Восточная Европа, почти все понимает по-русски. Не говорю, что латышский язык неплохо, потому что он сказал, очень маленький язык, ты если стараться 10 лет учить на язык, потом из страны уедешь куда-то, примерно, в Россию, Украину, и никому и не понимаешь, что это язык. Лучше русский язык, чтобы для бизнеса, для меня это выгодно. Поэтому я и выбрал русский язык. Не особо учили тоже, ну как, ну, каждый день стараюсь, там 4-5 там, слов вспоминает. И по-китайски мы так пишем, чтобы, ну, крепко вспоминать. И каждый день сижу, ну, когда народа нету, официант разговаривает, я сижу это слушать, что какие-то слова понимает, какие слова не понимает. Где-то через 2 года уже более-менее может общаться. Tao Ma nebaidījās no grūtībām un smaga darba. Uzdrīkstējās izveidot savu restorānu. Не могу все жить и работать кого-то. Хочу попробовать сам себе, сколько я смогу делать, что я умею. Мне другого не умею. Только умею готовить, по ресторанам делать, но это все свои курсы. Я знаю, чем начать, как ее там, качество, как местным людям нравится. Вот и единственное, то, что это, можно сказать, это моя профессия. У нас очень много постоянных клиентов. Ну, здесь, это место мы уже где-то 7 лет здесь работаем. Постоянно свои клиенты есть. У нас какие-то депутаты приходят, какие-то постоянно художники. Ну, мы стараемся, чтобы качество не терять. Чтобы люди там попробовали то, что настоящее, китайское. Чтобы люди мир открыли, чтобы у нас Латвия, может латышка, у нас в Латвии есть хорошие китайские рестораны. Могу так сказать. Я так и стараемся. Nu, viņš nekad pie mums, kad ir atbrauc, nav no darba izvairījies. Tāpat tās ir bijis jāpalīdz tur malka pakrāmēt vai laivas panest. Un ēst taisīt, to mēs vienmēr viņam paprasam, ka viņš atbrauc, pat cik viņš ļoti labi gatavo ēst. Un mums visiem garšo šie austrumu ēdieni taisi, viņš arī nekad nav atteicis. Я знаю, что я больше работает, моя семья и больше легче жить будет. Если я ничего не делаю, я не знаю, чем они кормить будут. Поэтому нет другого выбора. Мы еще приходим работать, например, как у меня ресторан. Маленький ресторан, у меня здесь работают местные люди, 7 человек, все местные люди. Единственное, один китайский повар и плюс я. Тут люди убегают, а мы ходим еще остается, чтобы для Латвии что-нибудь делать.
Viņš ir savā dzīvē tomēr daudz ko sasniedzis jau, un tikai tad, kad jau jūta, kad viņš var sievu nodrošināt, arī tad viņš tā kā, sāk skatīties pēc sievas, un ne tā kā latvieši varbūt tās to dara. Ka latvieši apprecās, un tad pēc tam tik domā, kā mēs dzīvosim, no kā mēs iztiksim, ko mēs darīsim. Kad, man liekas, ka viņi tomēr ir rūpīgāk visu to apsver, izvērtē. Я не могу, чтобы так приехать куда-то, работать, чтобы без ничего уезжать. Должен допить из своей жизни что-то там. Например, семья, какие-то деньги заработать. Тогда стоит приеду домой. Есть в чем показать. А так и пустой рукам приеду домой. Это у нас так особенно не принято. Labestība, strādīgums, ļoti tāds ģimenisks, tāds, savu ģimeni aizstāv tomēr, un arī pret ģimenes locekļiem ļoti labi izturās. Да, у меня здесь жена латыш, ребенок уже 3 года, девочка. И сейчас ждем второе еще. Pret vecākiem viņš tiešām izturās ar cieņu, jo viņam mamma arī bija atbraukusi uz šejienu, un to, es redzēju, kā viņš pret savu mammu izturās, tad, mums vajadzētu daudz ko mācīties no tā, kā viņi izturās pret saviem vecākiem. Приняли очень хорошо. Чисто как настоящие внуки. Нет как-то чужой. У нас семья, в ее семье, все латыши. Ни один не русский, ни чужие, все латыши. А я единственный. Хоп, китайцы появились. Бабушка, конечно, сначала не поняла, от чего кут. А так, общалась несколько раз, и она себя больше меня любит, чем свои внучки. Es jau to uztveru ļoti normāli. Es arī Sandai teicu, tagad galu galā tā ir viņas dzīve, viņai pašai tas ir jāizvēlās. It kā sākumā tā kā pret bija mana māte, Sandas vecā mamma, viņa bija diezgan pret tam. Bet, es it kā ļoti normāli uzņēmu to. Un pēc tam mums ar Matāvu izveidojas ļoti labas, draudzīgas attiecības, var teikt tādas, un reizums ir tā, kad viņi kādreiz savā starpā bišķi pastrīdās, tad es tā kā pat vairāk vienmēr esmu Matāvu pusē nostājusies, ko Sanda man arī tad pārmet, kad es vairāk aizstāvot Matāvu nekā viņu. Ir citreiz grūti arī no apkārtējiem kaut ko pausu galam dzirdēt, ka kāds tur sačakstās kaut ko, pasties tur ir kuķīnietis un pasties, kā viņi tur šitā vai kā viņi tur tā. Bet, jau es esmu iemācījusies to neņemt galvā un es to neskatīties. Man ir pašai sava ģimene un sava dzīve, un es viņu dzīvoju, un man tā ir ērti, un man tā ir labi. Un esmu laimīga. Как у моей жены латыш, а это половина моей страны. А страны половина Китая, конечно. Это считай, как у моей дома. Это и есть моя дома. Мы сейчас цесисами строим сейчас дачу. Ради моей дочки, ради моей вторая, не знаю, девочка или мальчика. Но сейчас, я считаю, это как дети работают, дети жить, я как свою землю, как своя семья. Я не думаю, что это чужой страна. Первый праздник был Лику. Чисто это латышский самый большой праздник. И как я принимаю, как своей. Мы ели, я помню, домашнее пиво, первый раз в жизни пили. Первый раз ел латышский сыр, деревня с тмином делом. Я все время поминаю. Поэтому каждый год Лику мы празднуем. Но Лисан закрывается каждый год. Хотя в другое место работаем, мы закрываем и поедем на природе. Это для меня, считай, самый большой праздник в Латвии. Я счастливый, то, что у меня есть. У меня есть и жена, есть дети, есть работа, есть свои рестораны, как и небольшой. А человеку сколько нужно? Мне много не нужно. А для меня это самое большое счастье. Мне уже не думаю, что там миллионы, миллиарды. Конечно, все дома хотят деньги зарабатывать больше. Но для меня пока это уже достаточно. У меня есть семья, у меня есть любимая дочка, есть моя любимая жена, есть моя любимая семья. Это для человека самое важное.
Vispopulārākais sporta veids Indijā ir krikets, tāpēc nav brīnums, ka Hasanu Abbas Qureshi no Mumbais, kurš 3. gadu dzīvo Latvijā, sastapām tieši Baltijas kriketa kausa sacensībās. Hasans strādā 2 darbos, visu laiku veltīs savai ģimenei. Arī sportot dodas kopā ar sievu Anitu, bērniem un sievas māti, bijušo robežsardzes darbinieci un Latvijas čempioni planieru sportā. As long as I have a job, it's okay. It's good life, easy life, safe, secure, clean. It's not complicated for me. I'm happy to live here. Clean in a sense, I come from a city where you can see mess around everywhere. But Latvia is a very clean place, very clean and neat and tidy. Everything is in its place, proper. So I prefer clean. Latvia is very beautiful and it's a clean country. The first best impression I get about Latvia is people are very close to nature. As I said before, I come from a city where it's a concrete jungle. There is people and concrete everywhere. So close to nature, I have never been in my life. And people love nature. People like to work on the field. So that's first impression, is that everybody is so conscious about going close to nature. When it's off, Riga is almost empty. Everybody wants to drive out of Riga and come close to nature. So this is quite amazing for me to find Latvia such close to nature. And it's have a very good impression on me. It's very nice buildings, very nice nature. So close to nature I've never been. I live in Bombay where the population is 18 million. And it's a concrete jungle, I can say. But coming here a little bit, 10 minutes drive from Riga, you land up in very beautiful nature around. So it's a very beautiful country. I come from a city which is Mumbai. Normally it's 40 is the normal temperature every day around. And it's good. I like this weather. Very nice weather, so we'll have a good play today. Yeah, my wife is Latvian. We met in Dubai. I was working in Dubai, and my wife also came there to work. It's there we met, and that's how we got married. Nu, protams, es jau to kaut kā sākumā nepieņēmu un domāju, nu, ko tas bērns tur dara. Bet, un tad viņi piezvanīja, un Hasans arī piezvanīja, kad gaida bērniņu. Nu, es jau arī kā mamma jau, protams, savā valsts satraucos, kas nu tas tagad būs. Nu, un te beigās viss tā notika, saka, un viņa aizbrauc pēc tam uz Indiju, protams, pa klusu apprecējās man neko nesakot. Es biju nolikt priekšā, fakti priekšā un viss. Tad Anita atbrauc atpakaļ un piedzima mazā Alija. Un tad vajadzēja Hasanam atbraukt. Un tās bija ļoti liels problēmas, ka viņš šeit atbraukt varēja. What matters most for my family and my mom is that I am happy, close to my family, close to my daughter. That's all matters to them. So as long as I am happy living with